В действительности необходимо отметить один очень тревожный момент, один очень тревожный факт о том, что сегодня мы наблюдаем очень интенсивную информационную атаку, информационную агрессию, если можно так сказать, со стороны наших уважаемых соседей. Дело в том, что после начала вооруженного конфликта, вооруженной агрессии со стороны Республики Кыргызстан, все буквально большие информационные ресурсы нашей страны, в том числе информационные агентства, странички частных журналистов и страницы, конечно, независимых блогеров, они были подвергнуты хакерским атакам, которые принято называть DOS-атаками, DDoS-атаками. И данный фактор, на самом деле, вызывает очень большую озабоченность. Дело в том, что испокон веков, как мы знаем, наши страны всегда жили в мире и в порядке. Но вот в сложившейся ситуации народ Кыргызстана, он стал заложником амбиций руководства страны и руководства силовых структур. По поводу информационной войны, мое личное мнение, оно не сколько похоже на войну, а на какую-то истерию со стороны наших соседних граждан. Если прочитать все комментарии или посты, которые приводятся, там в основном эмоции. Очень мало фактов и аргументов. И как мы видим, цифры о погибших или о раненых, они с каждым днем меняются, что побуждает некое сомнение. Если наше, скажем, руководство всегда подходило с благими намерениями о том, что нельзя говорить все, что попало, старались придержать таджикские СМИ, да, с целью, что как бы не навредить переговорному процессу, не навредить дружескому отношению с братским киргизским народом, то в киргизском сегменте всегда это очень как-то происходило агрессивно, не в такой дружественной и не в братской атмосфере. Сразу безапелляционно произносились обвинения в адрес таджиков, в адрес руководства, что вот было нападение произведено, что это именно производилось со стороны таджикского народа, с таджикскими силовыми органами. А как же презумпция невиновности? Есть комиссии, есть органы, которые должны разобраться, произвести расследование, а потом совместными усилиями все это обсудив, дать общую информацию о том, как это было. У нас на таджикском языке есть очень одна хорошая поговорка, которая, если ее перевести, как «хонанахар хамсуяхар», то есть не купи дом, а купи соседа. И мы видим, что в информационном пространстве, в том числе, сегодня идет очень большая навязная атака, навязная информационная война, цель которой, прежде всего, дискредитировать ту правду, ту точку зрения, которую осуществляет или освещает Республика Таджикистан. А правда, она такова, что действительно этот акт, он был актом вооруженной агрессии, и мировое сообщество уже об этом акте знает, но, к большому сожалению, сегодня опять-таки ведутся усиленные, массированные информационные атаки с целью дискредитации той реальности, которая есть на самом деле. Это не в первый раз, когда наши соседи из Кыргызстана на самых высоких уровнях подписывают какие-то соглашения, объявляют о перемирии. Именно это тогда, когда уже таджикская сторона уже их гонит из своих земель, даже гонит до, например, очень глубины Республики Кыргызстан. Потом, когда уже они в безвыходном состоянии положения, они начинают потом протягивать руку примирения, они начинают подписывать какие-то соглашения, но это все временно. И это очень неправильная политика, потому что из-за конфликта двух стран может это повлиять очень негативно на всю Центральную Азию. Мы знаем, что сейчас ситуация в мире очень обостренная, и малейшие конфликты могут распространиться на уровне всей Центральной Азии. Информационная война мощная в разгаре произошла именно в прошлом году, когда нас стали обвинять в агрессии, что мы захватили их земли. Но если мы захотели захватить их земли, почему же мы тогда ушли с этих земель? Если мы агрессор, мы бы там остались, мы бы захватили, никому не отдавали. Все происходило по-другому же. Наоборот, производилось как бы
операция по тому, чтобы ликвидировать огонь, который производился в нашу сторону. Как только этот огонь, вражеский огонь был ликвидирован, опасность миновала, наши военные уходили с этих земель, возвращались опять-таки на свои позиции, не занимали их на постоянной основе. То же самое произошло и в этот раз. К большому сожалению, сегодня наши уважаемые коллеги по ту сторону экрана, в том числе я имею в виду с Кыргызстана, используют некачественную журналистику. И со стороны наших уважаемых коллег освещается исключительно та точка зрения, которая выгодна им. А это, во-первых, полностью противоречит принципам журналистики, принципам профессионализма. Для никого не секрет, что до недавних буквально пор все с очень большим восхищением и с восторгом смотрели на журналистику наших соседей, в том числе на Казахстан, на Кыргызстан. И в сложившейся ситуации мы видим, что та точка, которая не угодна нынешней власти, та точка, которая противоречит действительности, реальности, оно, к большому сожалению, не угодно и неприемлемо со стороны наших уважаемых коллег. В политике такие игры мы даже видели в истории, если оглянуться в историю, никогда такого не было, чтобы протягивать руку перемирия, да, и бомбить населенные пункты. Так что я думаю, такая позиция по отношению к соседям долго не протянет, и рано или поздно история будет осуждать это. Я хочу отметить очень важный момент, что вот в данной ситуации очень важно и очень нужно прежде всего уважать друг друга и уважать профессиональные нормы и этические нормы журналистской деятельности. Потому что эти конфликты, эти агрессии, они должны заканчиваться. Человеческий ресурс, он имеет свои ограничения. И после завершения этих конфликтов мы должны уметь посмотреть друг другу в глаза и сказать, что да, действительно, мы здесь были неправы или вы здесь были неправы.